Ну да, в общем, чем отличается вообще подкаст от интервью, это просто, мы просто разговариваем. То есть там интервью же получается же просто как допрос, то есть там вопрос, задает ведущий там, и ты отвечаешь, то есть на ответ. То есть как бы ведущий и гости, они на разных уровнях находятся, то есть там ведущий всегда доминирует, то есть там ему какие-то вопросы, такое, а здесь мы на одном уровне все. Мы, в общем, у нас есть просто просто мы разговариваем и все. Вот так вот такой формат. Здравствуйте, друзья, да. Это роскошный подкаст, да, так я его и назову, да. Роскошный подкаст. Так, у нас сегодня в гостях Айсена. Ведущий, точнее не ведущий, а владелица самого классного книжного магазина Starbucks. Starbucks. Почему-то у меня постоянно с твоими все так говорят. Ассоциируется. Да. Ну, это же прям Starbucks, нет? Ну, это, по идее, идея была основана на Starbucks, потому что я как раз тогда прочитала книгу, как чашка за чашкой строилась Starbucks, и оттуда уже идея пошла, конечно. Как и с одной книжки уже целый книжный магазин. Да. И это не просто магазин, а кофе-магазин, да? Да, у нас еще есть кофе есть. Кофейня в таком расслабляющем стиле, где даже на диванчике можно посидеть и книжку почитать. Да. Ну вот, да, я представлюсь, да, вкратце расскажу про себя. Меня зовут Айсена, я на самом деле себя позиционирую как просветитель. Именно почему я вообще согласилась на съемки, вообще соглашаюсь на такие проекты, потому что я думаю, что очень важно говорить про книги, про вот такие темы поднимать, и об этом как можно чаще говорить, потому что как раз-таки про важные вещи мы обычно не разговариваем. Когда даже с родными дома, да, мы про что? Про работу, там, про дела, там, а про то, что важно на самом деле, да, там, про вот какие-то высокие материи и так далее, да, про свою душу, вообще, что ты думаешь об этой жизни, об этом как раз не говорим. Вот, поэтому я думаю, что очень важно просвещать людей в этом плане. И исходя из этой миссии, я по профессии преподаватель литературы, работал в университете 7 лет, преподавала литературу от античности. Получается, все коллеги? Вы тоже преподаватель? Да. Я препод английского языка по образованию. ИСФИР? Нет, не здесь? Нет, я в Иркутске учился. Я вот на ИСФИР работала здесь. Вот. ИСФИР это что? Институт зарубежной филологии, который раньше ФИЯ иностранных языков. Как можно не знать вообще? Да, я вот не знаю. Тоже не здесь училась? Нет, я здесь училась в филологическом факультете. Ну, как раз же конкурент. Ф и этот ФИЯ. Да, раньше назывался, да. И вот я училась в Москве, вот думала, может, ты тоже еще училась не здесь, да. И исходя из миссии вот преподавания, донесения как бы важных вещей простыми словами, я вот думаю, что в этом заключается миссия просветителя, да. Потом уже появился из этой миссии Starbucks. Да, то есть Starbucks — это не совсем про книги, скорее вот как раз про общение. У нас даже на сайте и там в Тугис и так далее везде написано, что мы пространство для общения и для развития. То есть не только про книги. Ну это же так и есть. Да. Это прям пространство, это не просто книги там, да, не просто там книжный маркет, а просто это прям как бы место, где можно уединиться самой. То есть для атмосферы, то есть такое создано прям все. Да, вот здорово. И как раз то, что вот подкаст такой появился, я тоже рада в плане, что такие проекты должны быть. Должно быть много. Когда люди вот творят что-то, у нас вот тут разные встречи проходят на разные темы вообще совершенно, и постоянно меня тоже приглашают на разные такие местечковые тусовочки. Вот разные есть группы, и это вот очень клево. Есть у нас книжный клуб, есть клуб по финансовым инвестициям, там, клуб, которым нравятся фильмы. Мы даже делали такую PowerPoint-вечеринку, это когда просто люди собираются. О, прикольно же. Да. PowerPoint? И то есть там всякие там такие, короче, берешь какую-нибудь дурацкую тему, любую там, то есть там, например, плюсы и минусы ковыряния в носу, типа, и просто стоишь, рассказываешь под эту тему, вот это все, вот, прикольная штука. Каждый любит рассказывать. Да, прикольно. Я хотел такое сделать, только сейчас забыл как-то. Да, вот, я это сделаю потом, да. Да, сделай с нами. Да, это будет. А где собрались вы? Здесь. Тут, прямо здесь? Да, прямо здесь. Прикольно. Да, фильм даже отсюда, по-моему. Да, мы тут на экране. Ты просто, можешь прийти, вообще, и там взять какой-нибудь обзор на фильм «Сумерки», вообще, просто там по кадрам прямо. Где-то у тебя есть время? У тебя прям есть какой-то тайминг, то есть там регламент, где-то минут 5 там каждый выступает. И просто за время ты уже пытаешься рассказать какую-то такую тему, какую-то глупую вообще, очень сильную.
Это получается for fun. Ну, короче, ради прикола. И у нас как раз в Якутске не хватает именно таких встреч. У нас обычно все такое. Если культура, то она какая-то, простите, скучная. То есть там что-то высокоинтеллектуальное, там что-то очень такое. Ну вот у нас из досугов, ну как бы есть театр, там, кинотеатр. Кинотеатр. Ну, да. Ну и все, да, как бы, да. Ну там плюс-минус, квизы проводятся. Да, вот Да. квиз, отдельно сейчас культура появилась. Мы тоже квиз проводили и по «Властелину колец» и так далее. Короче, вот разные тоже квизы делали. Вот. Есть культура такая, и вот хочется, чтобы были еще такие вот. Нет, прикольная идея вообще. Прямо, если у тебя будет возможность, прям поучаствуй. Так, давайте тогда начнем с самого важного, с книги. Я вот у тебя вижу 2 книги, да? Ну, пока не раскрывай. Не, я вижу уже. Просто космос у нее. Этой книжкой я знакома, очень классная. Я, кстати, у тебя тоже брала. Ну, там задания были. И я когда дошла до заданий, все уже там как-то остановилась, и все. Это специально, видимо, продумано, чтобы выполнять задания, и все эти, то, что вот до этого вычитывалось, все это в практическом плане выполнялось, да? И как эти космос на тебя повлиял? Вот, ну и как бы я ее принесла, потому что она как бы очень сильно повлияла на все мое видение жизни, да. Но как раз... Прямо очень сильно, типа? Прям очень просто... сильно. Вау! Так Да, вот. да. Перевернула просто жизнь. Перевернула мою жизнь. И реально это очень сильно повлияло, самое главное, на качество жизни. То есть сейчас я могу сказать уверенно, что я живу той жизнью, которой я хочу жить. Очень часто у нас как раз люди приходят с запросом, типа, я как-то живу не так. В поиске себя. Да, вот не могут найти свое место, вот, а я вот прям знаю, что я живу там, где я должна жить, проживаю те моменты, которые должна прожить. У меня нету таких вот сомнений, и это случилось после этой книги. Вот, то есть те, кто в поиске себя, очень советую. Почему? Потому что она говорит, что самое главное — это не время, самое главное — это наша энергия. Это вот немножко звучит эзотерически, но это на самом деле никакая не эзотерика. А Катерина Ленгольд, автор, она сама биотех-стартапер. Она в 14 лет закончила школу, потом уехала в Америку и там основала свой IT-стартап, который продала там за сколько-то миллионов долларов. Стала потом вице-президентом в 24 года, что ли, стала вице-президентом аэрокосмической компании. Вот. И, короче, она очень научный человек. Как это вообще? И вот она рассказывает, как этого добиться, потому что у нас все как бы уделяют очень много внимания времени, а на самом деле время — это не важно. Читали новость про то, что 7-летняя девочка стала там на Ютубе, заработала за год 2 миллиарда, русская девочка. Да, что-то слышал тоже такое. На Ютубе? Да, 7-летняя девочка на Ютубе. 2 миллиарда за год. Ага. У меня даже голова такая. В тройку Там вошла же. там канал у нее какой-то, чтобы Да, детский да. типа там, да? В тройку вошла, Вот поэтому не важно на самом деле время, то есть почему... Там вот очень хорошо, я не помню, кто-то уже разбирал, почему как бы она добилась такого успеха в 7 лет. Да, мы вот тут сидим, простите, сколько нам лет, и не зарабатываем 2 миллиарда в Да, год. мы не тем занимаемся вообще. Мы бы начали тем заниматься. Я к тому, что как это не важно время, так это же все, что человек, самое главное богатство человека, это, по-моему, время. Ну вот если так и смотреть, у нас времени в жизни было больше, чем, например, у других, которые, возможно, добились успеха в нашей области. Ну, можно, вот, например, не сравнивать с ютуберами, все-таки это другая, хотя у нас сейчас YouTube, да, тема. Это будет там, Да. да. Хотите вы этого или нет, да. Оно там будет. Вот, и поэтому, конечно, имеется в виду сравнивать себя в той области, в которой ты хочешь вырасти, да, например, если ты в бизнесе хочешь вырасти, то обращай внимание на тех, кто в бизнесе добился успеха. Если ты хочешь там в журналистике, то смотри на журналистов, которые добились, да. Но надо вот смотреть, в чем они сильны. А на самом деле времени-то у нас одинаковое количество. То есть, например, бывает, что один бизнесмен в 40 лет успешнее, чем другой. И на самом деле они отличаются именно тем, куда они вкладывали свою энергию. Вот. Если смотреть самый простой пример, почему-то все это понимают, это деньги, потому что это как бы более измеримая единица, да, чем там энергия и так далее, да, то чем занимаются богатые, чем занимаются бедные. Бедные что делают? Думают, так я заработаю там за месяц 50 тысяч, куда так мне нужно Куплю платить. это. Да, мне нужно платить квартплату, потом вот это, потом надо будет на ремонт отложить, там унты купить. Ну, короче, об этом думают. Ты прям мою жизнь рассказала, ну. Вот. Так, а богатые что делают? А богатые думают... Инвестиции. Они думают про капитал.
Вот это сейчас, к сожалению, мы до этого пока вот только начинаем финансово дозревать умственно, что мы живем в капиталистическом обществе. То есть общество поменялось, да, а наше сознание, что мы живем в капиталистическом обществе, дошло осталось только через там, 30 лет. Вот, то есть уже 30 лет прошло, и только до нас дошло, что как бы надо, наверное, накапливать капитал. И те, кто в 90-е это понял, вот как раз они и стали олигархами и так далее, потому что они, пока никто не понял, они вот под шумок, грубо говоря, себе нахапали этот капитал. Вот, поэтому сейчас уже, когда мы живем в другом обществе, надо играть по правилам этого общества. Соответственно, вкладываться в капитал, в создание капитала. И капитал — это не только про деньги, это про социальный капитал, например, связи социальные. Вот замечали, наверное, да, что успешные люди, они, наверное, обычно тоже всех знают, но они приходят в вечеринку, привет, привет, привет. То есть они уже со всеми знакомы, на короткой ноге. Это тоже социальный капитал. Вот, если хочешь быть успешным, надо налаживать связи, потому что успех приходит через людей, всегда через людей. И зависит, также зависит от того, что от человека тоже зависит. А если он такой же успешный, то, соответственно, притягивается. Да. Все, что связано с ним, притягивается и тебе. Вот, что касается другого капитала, там, здоровье, это то, что мы каждый день выбираем, какую еду поесть, вредную или полезную, да. В итоге накапливается, что кто-то дольше живет, и говорят, повезло. На самом деле это не про повезло, конечно, это про то, что ты ел на протяжении всей своей жизни, про то, что ты занимался спортом или нет и так далее. Это все накапливается по чуть-чуть. И вот она как раз про этот накопительный эффект сказала здесь в своей книге. А как же получать от жизни удовольствие? Там? Постоянно думать про этот капитал, да? Про накопление инвестиций, про эти деньги. А как же встать неспешно с утра? Там тоже в книжках говорят же, получать удовольствие от того, что сейчас происходит именно с тобой. Да, кстати, да. Нет, как по мне, мне кажется, богатые люди такие, это те, кто просто не тратятся вообще. Да. Которые жадные люди такие. Ну, не настолько жадные, просто в какой-то мере тоже удача должна присутствовать. А здоровье, вот в «Титанике» я читала тоже, в «Титанике» были и богатые, и здоровые люди, но они утонули. И богатые, и здоровые. Что это? Но выжили удачливые. Да. Не, это понятно, что вообще всегда так говорят. Например, даже гениальность, это типа 99% пота и 1% удачи. То есть ты можешь быть очень гениальным, но тебя не признают, признают там ты через 1000 лет, раскопают и скажут, очень гениальный. Просто не повезло 30 лет. Да, не повезло при жизни, что не признали. То есть удача, конечно, присутствует. Но что вот она говорит именно про энергию, что времени, на самом деле мы все живем примерно одинаковое количество времени. И просто не умеем распределять правильно свою энергию. Вот. И вот это звучит опять-таки эзотерически, но сначала важно состояние. Вот как это объяснить по-простому, да, про состояние? Это вот как думаете, что было изначально у миллионера? У него были миллионы или мышление миллионера? Мышление миллионера. И миллионы, конечно. Нет, а вдруг у него не было миллионов? Тогда у него точно мышление были. И так, возможно, даже. Какие-то суммы деньги у него все равно были в начале самом. Возможно, не миллионы. Возможно, не миллионы, но просто какой-то капитал все равно был. Я была не... Смотрели передачу «Секретный миллионер»? Нет, первый раз слышу. Очень советую. Дай угадаю. Это, человек-миллионер переодевается в бедного, и притворяется бедным, обычным человеком, то есть, там, как обычным смертным. И что-то там... Задание дают. В чем смысл? Да, его, закидывают в другой город, отбирают документы и деньги, еще ничего им не дают, там 1000 рублей, что ли, дают. Квест какой-то. И он должен заработать. Вот, то есть... Прикольно, это вообще интересно. То есть у него там ни связи, ни знакомых, ничего, даже документов нету, да? И он должен... И не зарабатывает? Конечно, не зарабатывает, потому что мышление миллионера, оно из тебя не выбьешь. Когда ты мыслишь, умеешь уже, у тебя есть навык зарабатывать, что бы с тобой ни сделали, ты это сделаешь, если только память не потеряешь, конечно. То есть это воспроизводимый навык. То есть чем отличается богатый от бедного? Тем, что если у богатого отберут деньги, если у него мышление богатого, не так, что ему досталось там, да? А если он сам заработал, он сможет еще раз заработать через какое-то время. Так, например, у меня очень любимый есть мой в том числе YouTube-блогер, скажем так, да, Маргулан Сисимбаев, это казахстанский миллиардер. Он потерял за раз 6 миллиардов долларов. 6 миллиардов долларов. Доставка прогорела, что ли? Не, инвестировал куда-то, наверное. Отобрали. Ладно. Налоги?
Государство. Ну, так сказать, налоги, да. Да, налоги государства отобрали, и все, и человек остался полностью без денег. Но что он сделал? Он заново заработал, он, конечно, уже не 6 миллиардов, он там уже пошел в инвестиционный. Ну, на внуков точно хватит. Да, да. И вот это про то, что сначала уже у тебя появляется мышление, потом уже ты вот накапливаешь. И вот она тоже про это говорит, про то, что сначала ты как бы прорабатываешь себе энергию, как бы думаешь про то, как более эффективно проживать свою же жизнь. Вот как я сказала вначале, да, я вот чувствую, что я проживаю свою жизнь и занимаюсь своим делом, и если это вот по-настоящему так, и ты энергию тратишь на то, что действительно ты любишь и так далее, то это имеет накопительный эффект. Это как, вот, скажем так, вот есть, например, пловцы, которые плавают. Чем отличается чемпион от второго места? Все же запоминают там Майкла Фелпса, да? Никто не запоминает, кто занял второе место. Ну, второе, это говорят, обидно бывает. В чем секрет, типа, первого места? Ну, наверное... Лучше бы занять, как обычно говорят же, первое или третье место, потому что второе не дотянул до первого. Да-да-да, типа, а третье, типа, да ладно, типа, не так хорошо, типа. Да, не так обидно. В чем секрет? В чем секрет победителя? Да, чемпионов. Победители всегда запоминают. Ну, мне кажется, это тренировки, нет? Ну, очевидно. Очевидно. То есть это процесс. Да, то есть они, ну, если ты не фанатеешь от этого занятия, ты не можешь этим заниматься каждый день. Они же там плавают, как бешеные, там, чуть ли не с 9 до 6 каждый день. Кстати, видели диету этого Фелпса? Там просто много еды прямо, очень сильно. На один день, типа. Конечно, потому что он сжигает, там, не знаю, 5000 килокалорий, наверное, если ты их не наберешь, ты просто растворишься. Да. Вот, и они с утра до вечера плавают, да, ну, спортсмены занимаются. И вот получается, если ты это не любишь, процесс, то у тебя и результата не будет. Да? И есть такое правило 10 тысяч часов, наверное, слышали. Ой, что-то мы это... Что-то знакомое, что-то знакомое, что-то Я знакомое. что-то это... Типа, чтобы стать мастером в чем, в каком-либо деле. 10 тысяч раз, типа, сделать надо что-то там, да? 10 тысяч часов наработать. Вот это изучали в музыкальной сфере, потом то же самое применили к спорту и ко всем остальным, типа, и увидели, что это закономерность. Да-да-да, то есть, примерно, то есть, нужно где-то 10 тысяч часов, чтобы стать как бы, да, профессионалом в деле. 10 тысяч. Это вот то есть, там ты изучали... завариваешь кофе, например, там как-то, и вот тебе нужно где-то примерно 10 тысяч часов, чтобы ты научилась, ну, прям, как профи делать, да. Это вот сколько мне дней тогда нужно? Надо посчитать, вот. И они изучали это на скрипачах. Вот оказывается, что те, которые играют там 5000 часов за вот время свое, да, они становятся там учителями музыки. Те, которые нарабатывают 7-8 тысяч часов, они становятся виртуозами там, ну, типа, уровня страны, там, российского уровня. А вот те, кто выше 9-10 тысяч, они становятся виртуозами мирового уровня. А для того, чтобы напиликать на 10 тысяч часов, это же надо очень любить этот процесс. Да, это получается в день 8 часов, если брать, то где-то 3-4 года примерно. Каждый день так, по 8 часов. Ну, это прям каждый день. Ага, по 8 часов. Это же как работа, нет? Да, это как работа, ага. Что-то такого сложного. Просто работа без выходных. Да. 3-4 года. Вот, и тогда станешь виртуозом. Ну, поэтому и вот профессионалы, почему ценятся же опытные всегда в любом деле, потому что они просто вот этот свой опыт наработали. И это накопленный эффект. То есть это нельзя, что, типа, ты сразу пришел в результат. Некоторые так хотят, типа, прийти, как у нас у молодежи сейчас тенденция, хочу прийти на работу и зарабатывать, там, не знаю, 100 тысяч рублей. Ну, простите, когда у тебя за плечами нет этого капитала, опыта, вот почему все требуют опыт, да? Если нет, то ты готовься тратить, есть всего вообще 3 ресурса, которые мы можем потратить. Это время, это энергия или деньги. Время, энергия, деньги. Вот есть такое, например, что когда ты молодой, у тебя есть что? Энергии и денег нет точно. Денег нет. Да. Вот в среднем возрасте, когда ты уже более-менее состоялся и так далее, что у нас есть обычно? Деньги и этот опыт. Деньги, а времени нет. Энергия, а времени нет, потому что мы все время заняты. А в старости? Ну время есть. Мне кажется, дофига времени. Дофига времени? Ну как это дофига времени? Вот, энергии нету, чтобы деньги тратить. Деньги тоже более-менее уже есть обычно, да, если накопил. Вот. И энергии, чтобы их потратить или что-то делать, уже нет. Вот. Поэтому надо обменивать. Вот всегда происходит обмен. И что есть у богатых? Почему богатые богатеют, а бедные, к сожалению, беднеют? Из этих 3 вариантов. Потому что больше тратят бедные. Бедные больше тратят, у них там кредиты, там все такое. Времени нет, они работают, получается.
Наверное, может, денег нет. Энергии, может, нет, просто они там работают постоянно. И энергии нет. Вот эти 3 ресурса, наверное. Целый день с утра до вечера пашут на маленькую зарплату, да, и энергии нет, потому что... Ну, это вот получается замкнутый круг. То есть бедные не могут из этого, как раз крысиные бега называются, да, когда не могут выйти из этого бегов, потому что нету ничего. Соответственно, чтобы из этого выйти, тебе сначала первоначально нужно повысить хотя бы энергию. Потому что когда ты повышаешь свою энергию, у тебя появляются силы, например, вне рабочего времени, там дополнительно зарабатывать где-то еще, допустим, да? Или у тебя появляется энергия для того, чтобы ну, как бы себе, скажем так, повысить количество времени за счет там недосыпа хотя бы. Ну вот, то есть что-то ты за счет этой энергии... так можно? Да, так можно было, да. Это типа полифазные сны, типа? Перегореть можно, но вначале это лайфхак очень хорошо работает у предпринимателей. Я так делал, когда я диплом писал, например. Ну вот, когда ты молодой, ты, в принципе, это можешь, у тебя энергии хватает. Я просто подумал так, типа, что, ну, вечером, ну, как бы там где-то ближе к ночи, где-то спокойнее хочу все делать. Там не надо никуда вообще идти, просто ты там... Как молодая мамочка. Короче, ну да, скоро, да. И, короче, я где-то просыпался в 6 вечера и ложился в 6 утра. И вот так вот я 2 недели так вот жил. Значит, как сова? Но солнце не видел вообще даже. Ну вот, то есть, в принципе, можно вот так прожить, и это лайфхак, например, молодые предприниматели, они первые 3 года пашут на проект, чтобы потом проект уже работал на них. И вот они вкладываются, получается, и время, и энергия, и деньги вливают в проект, чтобы проект потом уже самостоятельно генерил им деньги, и они уже могут получать деньги, не вкладывая время и энергию, ну, то есть и капитал. А у тебя сейчас так, да? Ну, бизнес... Она сейчас просто такая, типа, поскорее уже... Тут еще какой-то подкаст. Нет, у меня сейчас бизнес, я трачу на него, ну, примерно, типа, 2 дня в неделю. Ну, то есть... Энергию свою. Да, именно из энергии 2 дня в неделю. А раньше как было? Раньше реально там 70-80 часов в неделю. То есть если стандартная рабочая неделя это 40 часов, это 5 дней по 8 часов, да, то я работала по 70 реально. То есть вообще и выходные, и будни, и с утра, и ночью, вообще круглосуточно. Зато когда ты пашешь, ну, ты знаешь, что у тебя потом будет какой-то капитал. Потому что бизнес — это капитал. Вот. И ты знаешь, как бы, зачем ты это делаешь. Вот. И энергию вкладываешь туда. Потом это получается пассивно, ну, более-менее, да, приносит доход. Оно, в принципе, логично. Ну. Я так монтировал первое время. Подожди, просто где-то засыпал, там тоже так. Ну, просто я знал, типа, что если я потом уже это все сделаю, опыт появится уже. Ну, как бы... Просто дальше будет легче просто, и все. Там не было там опыта, ничего, там просто дальше будет легче. Ну, и знания, и вообще появляется навык. Да. Вот, и она... На вот я не думал тогда. Я просто такой, типа, надо сделать... Часто мы делаем интуитивно, у меня с бизнесом тоже так же было. Ну, то есть, как бы, знаний было мало, но интуитивно все было правильно. Потом наступает момент, когда ты все равно должен учиться, потому что... потолок, доходишь до потолка, и надо решить. Ты чувствуешь, что, например, выгораешь, устаешь, что-то делаешь не так. И когда вот чувствуешь, что ты что-то делаешь не так, надо идти к тем, кто знает, как делать. Ага, ну другой вопрос. Где найти тех самых, которые... Вот. Все, зачем придумывать велосипед, если как бы в книгах уже есть все ответы. Просто надо найти свою книгу, и вот здесь как раз она рассказывает про то, как не выгорать. Да? Вот про то, что как энергию свою восполнять. Почему-то мы думаем, что мы как биороботы. То есть мы типа можем работать каждый день с 9 до 6, потом идти вечером там готовить, убираться, там детей за детьми смотреть, да, что такое. А это же вообще реально, ну ты же не робот, ты не можешь пахать. У меня надо времени убираться, там что-то дома еще. У меня однажды так было. Я полгода работала, у меня была основная работа, 3 халтуры, точнее 2 халтуры и 1 как хобби я ее вела, страничку, получается. И потом я еще домой приходила, ужин готовила, домашними детьми занималась, и я в 11 вообще никакая была. А потом я через год перегорела вообще. Ну, конечно. Это так, просто... Так долго? Я бы перегорел, мне кажется, через месяц. Но я долго восстанавливалась. Да, я тоже вот выгорала несколько раз, поэтому уже потом подумала, ну как-то это ненормально, да, нельзя так доходить до опустошения. И вот как раз к тому пришла. Ну, так, мне кажется, как по мне, конечно, чтобы не перегорать, мне кажется, нужно заняться чем-нибудь другим просто, и все. Это восполнение. Вот как раз вот это как батарейка, вы себе представите, да? То есть надо ее заряжать. А мы что делаем? Тратим, работаем, типа надо, должен, да? А про то, что типа я, например, хочу делать, вот очень мало у нас оказывается в жизни хочу. Эй, человек, вот ты досмотрел это видео до конца. Это был пилотный выпуск нашего подкаста.
Если понравилось, то подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии. А если не знаешь, что написать, ну напиши там, не знаю, там, как дела там, чего нового, что мама рассказывает. Пиши все что угодно, нам нужно любое мнение. И все. Оставайся клевым и жди наш следующий выпуск. Bye. See you later.